Гусейн Гусейнов. Born in 1951, Guseinov went on to become a well-known artist in the film industry. His work in films such as A Man's Upbringing, Fragi Parted with Happiness, A Jigit is Always a Jigit, Nothing Happened, and Yandim has been recognized and highly praised by viewers around the world. У меня отношение к Дурды очень-очень особенное. Очень-очень особенное. И я не могу, так сказать, тут выделить, что доминирует. Мое отношение к нему как к художнику или как к человеку. Оно очень сбалансированное. Оно сбалансировано, прежде всего, потому что он сам был очень сбалансированный человек. Он был сбалансированный человек. Он был одинаково предан искусству и также в такой же степени и с такой же любовью у него было отношение к людям. Даже не к человеку, а к людям вообще. Может быть, это один из моментов тех, которые, в общем-то, почему он портретист. Пожалуй, я думаю, что это единственный художник нашего Союза, который так очень углубленно и целенаправленно работал над портретом. Многие ребята рисуют портреты, но у него это было очень последовательно и очень целенаправленно. Вот как творческая личность, он, конечно, был сподвижник. Создатель своей школы. И портреты делал, и натюрморты писал, и пейзажи писал, и картины писал. Но он был, конечно, он просто был бесконечно предан искусству, просто бесконечно бросил до фанатизма. И всегда улыбчивый, всегда позитивный, без никакого уныния, без гордыни. Мы с ним очень много общались, очень много. Я вот за весь опыт своего общения я не помню, что он о ком-то сказал, это без преувеличения, что он о ком-то сказал очень что-то плохо. Хотя он все знает. Он знает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое хороший человек, что такое плохо. Но он, поскольку он человек очень позитивный, он всегда как бы концентрировался и фокусировал на позитивной стороне того человека. Наверное, потому что он людей воспринимал такими, какие они есть. Мы часто хотим общаться с тем человеком, который для нас как бы или удобен, или как бы понятен, или еще что-то. У него нет. Он вот какой есть человек, для него это. Я действительно очень сильно любил Дурды. Очень сильно любил. Мне сейчас даже как-то вот это говорить в таком прошедшем времени, это даже немножко неприемлемо. И вот несмотря на то, что он действительно ко всем относился очень хорошо, и всех он любил, но я чувствовал всегда, что его отношение ко мне тоже особенное. Над моим портретом он сделал пастелью одну работу, и уже где-то, мне кажется, за год или за два до смерти он мне говорил, что вот у него какие-то еще есть планы, и он хочет маслом написать мой портрет. Когда писал он мой портрет пастелью, он работал очень увлеченно, он совершенно не отвлекался, он не разговаривал с натурой. Вот.
И если было какое-то общение, то в паузах, когда были паузы, были разговоры, а так он ни о чем не говорил. Он просто весь был в работе, весь был в натуре, и он разговаривал, как бы, он вел такой внутренний разговор с натурой. This pastel portrait of Gusein Guseinov was created in 1995. Today, it is preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Но у него все-таки, поскольку он художник, изначально он художник-реалист, то даже вот если он и в портрете есть лирическое настроение, то оно все-таки, эта лирика, его лирика, она очень приземленная. Она очень приземленная. Не какая-нибудь там воздушная, она где-то там нет. Она реальная. Она реальная лирика его. И вот в этом сочетании это было очень интересно. Последние десятилетия у нее еще пошла очень страстная любовь к цветам. И вот он очень много писал цветы. Вот, а поскольку это, опять-таки, он был художник-реалист, вот я помню, как он ждал весны, что вот появились цветы, и он ездил, собирал цветы и писал очень много цветов. Даже помню, что как-то он сказал, что жалко, что вот эту красоту я раньше, еще в молодые годы, не заметил, я имею в виду цветы. Там какие-то были другая тема, другие были увлечения, а вот говорит, жалко, что это я сейчас пришел к этому. Я не всегда, вот часто ему говорил о том, что вот какую он создал красивую семью. Вот в этой семье, вот, на мой взгляд, не на мой взгляд, на мой совершенно открытый взгляд, вот такое же отношение друг к другу, вот какой в жизни к нам, да, открытый такой, очень. И также у них в семье было. И я всегда ему говорю, Дурды, я очень жду от тебя картины «Моя семья», чтобы ты написал эту картину. Он мне говорил, мне не показывал, но говорил, что какие-то ведет поиски, композиционные поиски для этой картины. Там его дети и внуки, и он был очень дружен со своими зятьями, был очень дружен вообще к ним. Он мне всегда было отношение как к сыновьям у него. Он говорил, это мои сыновья. Вот. Очень любил, конечно, дочерей своих. Вообще он любил всех своих детей, он всех любил очень. Он всех любил. Он всех любил. И он настолько своей преданностью, своей работоспособностью, своим отношением, своим поведением, своим поступком. Настолько он это утвердил, что вот сейчас его нет, а его место есть. Это был удивительно добрый и красивый человек. И вот мне действительно очень не хватает. Это как бы не те как бы слова, которые вот как бы так говорится, да. Мне его по-настоящему не хватает. Вот его как человека, как художника, по-настоящему.